руки, ласточку делали, положили в этой матрас, завернули, избили ногами, руками, матрасом лицо вот так закрыли. Я один раз сознание потерял, пришел в себя, они до сих пор меня избивают. Потом... У меня вот такой вопрос. Вот вы занимаетесь правозащитной организацией в Российской Федерации. Вот Магомадов, он как-то более еще образованный, подкованный человек. Как-то вот, ну, вы еще не создали организацию, но сталкивались с ситуациями, когда граждан Таджикистана по каким-то непонятным обвинениям, какие-то вот такие ситуации, ну помимо вас, конечно, то, что у вас такая ситуация, вас выдворили из России, но обращались к вам люди, которые вот такое нарушение закона в отношении них было. Ну, здесь даже не говорят десятки, сотни, тысячи граждан, может быть, поступали и тогда в России. Они сейчас не нашли, в Таджикистане находят. И здесь собирался. Я когда нахожусь в Таджикистане, в таком плане, что как-то связать российские наши граждан и внутри, которые освобождены, в частности, узников называя. Их узником называю, потому что он сам ходил в этом же одежде, и написано было спереди, сзади, что я узник. Их много, и многих мы освободили. Это были унижения, которые неоднократно мы говорили не только голословно, а фактами, вплоть до уполномоченными, до других, когда пишете уполномоченное письмо, говорит, если второй раз, это российское у нашего, вы или третий раз напишите любое письмо обращение, то по отношению к вам больше ответа не будет. Ну, привлекая, то есть стараемся сделать так, что разные статьи будут, значит, соответственно, сегодня, значит, в ваше обвинение. Невиновных людей уполномоченный обвиняет. Вот эта вся система, эта масса людей, которые сегодня в Таджикистане, они были, многие из них граждане России, оказались здесь. Дети остались в России же, они имели место жительства, они имели вид на жительство. Вот этим путем отправляют в Таджикистан, а при этом они сами предлагают получать гражданство в Россию. Об этом открывается консульский отдел, другие, соответственно, структуры. Мне становится как человеку разумному непонятно сегодня, что хотят сегодня российское руководство. Много ли обращений граждан, которые вот вы сказали очень хорошие вещи, зачем открывают консульские отделы, раз выдворяют, зачем предлагают получать гражданство Таджикистана. Вот лично к вам люди регулярно обращаются с тем, что их по непонятным причинам, обвинения против них какие-то вымышленные выдвигаются, их выдворяют из страны. Вот если они бы не обращались, и не была моя реакция, соответственно, все волонтеры движения Таджикистана, я и сегодня бы в Таджикистане не оказался. Это был та институт, который мы создали. Это помощь государства России, руководству Таджикистана. Но они почувствовали, что люди идут не в прокуратуру, не в суд, не в полицию. Они идут к общественным, к сильным, авторитетным правозащитникам. В этом стало страшно государственную машину, что это люди идут. Каждый день, обратите внимание. از ری همین مورد نقص نبینم بزرگترین میلاد در دنیا توجیک است میدونید وقتی که بزرگترین شخص در دنیا که میلاد در دنیا توجیک است تمام میلادهایی که خود بزرگ هستن ما رو با شاطر میزنن برای که ما تربیت خوب یافتگیم ما با کلانسولو هستم мирубуни داریم با кудако мирубуни داریم. Теперь вот 24 у вас амнистия творит. Руководство МВД, в частности района или области, считает, что Россия более современное государство уже. Надо говорить против работодателя. Он обязан вас трудоустроить, вам работу дать. И деньги своевременно заплатить. Вот поэтому сегодня посмотреть, что произойдет. Вся власти нынешние заинтересованы, чтобы вы не были обижены и не были наказаны благодаря работодателю. Обратили внимание, за что были депортированы более 800 тысяч граждан Таджикистана за последние 6 лет, я не буду 5 говорить. 6 лет. Они имели члены семьи, они же были гражданами России, они имели РВП, они имели вид на жительство, они ходят здесь, бегают. Там остались жены, может быть, и русская есть женщина, которая родила от этого Абдулла, нашего таджика. Но это факт сегодня. И уважать, любить свою нацию. Не привлекают к нему различные статьи, которые сегодня мы привели здесь. Подобные меня говорят, вы гражданин Таджикистана, потому что вы родились, извините, миллионы русских здесь родились. Они завтра возвращаются, будут претендовать на этот таджикский называемый государство. Я же вы ничего не сделаете.
всех судебных разбирательствах есть разумные сроки. Вот тебе в течение 8 год и 8 месяцев не могут осудить. Они, соответственно, законодательно должны тебе отпустить, чтобы ты с волей судился с ними. И Европа это тоже признал. Ну, то, что Европа признал, сейчас третье дело, которое рассматривается в Европейском суде. У меня одна просьба в Европейском суде, чтобы рассмотрел в Большом палате. Когда это рассматривается в Большом палате, там сидят много судей и судебное разбирательство идет. Но ни одного доказательства нету. Мне, ладно, но то издевательство, избиение, то религиозные, расовые, вот есть в Конституции Российской Федерации. Все вот эти законы вот нарушили. Это я могу просто подробно, досконально все это высказывать. Одно, что незаконное задержание, мне не уведомляли, соответственно, законодательству, не уведомляли, знали, где я живу, с семьей, с детьми. Просто в пятницу 22 пятница 2010 года, 22 июня, мне в пятницу звонит начальница паспортного стола Людмила Владимировна, говорит: Гульмамадов, кое-какие документы надо подписывать. Я выхожу, как раз у меня родственник со мной был, на машине выхожу, прихожу, начальник, это провокация, это провокационный метод. Я прихожу, смотрю, людей много в коридоре, звоню, я говорю: Людмила Владимировна, без очереди примите, пожалуйста. Говорит: конечно, конечно. Я просто дверь открываю вот так, один шаг делаю, пистолет у меня в голове, вот пистолетом удар один в затылок, один удар в лицо вот так мне ударили, и у меня кровь идет. А начальник паспортного стола, женщина сидит, смеется. Это когда было? Я же говорю, 22 июня 2010 года. Я могу числить поподробно, доставить вызвали. Был 24-го. Они заранее мне звонили. 24-го я захожу, мне один удар, мешок на голову одевают, кровь уходит из носа. Мешок поднимают без адвоката. Давайте вот законодательство, говоришь о другом, без адвоката, без переводчика. Я сейчас уже научился по-русски разговаривать. Но это и не имеет значения. Законодательство Российской Федерации говорит предоставить переводчика. Будьте добры, предоставьте мне переводчика. Понятого не было. Просто мне вот ударили, мешок потом подняли, нос формат 4 вытерли. Мне просто вот так подняли с рук. Там 8 человек был. В газет посадили, еще один сотрудник, он начал мне в газели по башке, там 2-3 раза ударил по башке руками. После этого начали шмон, после без понятых, без ничего, в кармане что было, обыскали, все забрали, документы, паспорт, все. Машину, по-моему, там обыскали, без ничего, эту машину тоже обыскали. И мне прямо в аэропорт, мне даже, если я сам не умолял бы, да, мне не давали звонок никакой. Звонок никакой не давали. Мне посадили на самолет, прямо 2 сотрудника со мной сидели, прямо. Я даже им говорил: давайте мне домой везите, говорю, у меня маленькие дети. На моем иждивении они, на моем иждивении. Сейчас вы меня унесете, они с голода помрут. Я это все говорил. Я хотя бы скажу, чтобы у тестя они же прожили. А с кем ты говоришь? Это никакого закона там не было. Прямо на самолете 2 сотрудников. Это был следователь Гольденберг, потом один оперативник. Я все это фиксировал. Мне завели управление УФСКН по Красноярскому краю, по Марксу. В подвале закрыли, ни адвоката, ничего. Дали сразу же у меня в руки привлечение в качестве обвиняемого, который потом я обратил на внимание, у меня есть все эти документы. Смотрю это, даже привлечение в качестве обвиняемого и протокол задержания. Смотрю это и смотрю уголовное дело. Они должны в уголовном деле тоже находиться. Здесь подпись одного следователя, здесь подпись другого следователя. Здесь подпись у меня, подпись Исипова, а здесь подпись Гольденберга. Протокол задержания, оно должно быть одинаковым, потому что копию мне должны давать. Или оригинал, без разницы. Но протокол задержания, там он не соответствует действительности. Понимаете? Это все через... Там в камерах Красноярского края все в курсе.
Там в каждой камере просявщики. Когда я заходил, мне начали шантажировать. Первый день я с ними дрался, а мне вывели в другую камеру. Присавщики, например, там не дают спать. Ну, одно издевательство. Я должен писать явку, понимаете, явку. Вот людей, которые я не знаю, они-то уже директора там внутри камеры же в курсе, знают же, кто сидит, по какой статье меня обвиняют, моих незнакомых подельников. Они спрашивают, этого знаешь, того знаешь, короче. Ну, я говорю, да я первый раз в жизни в Красноярске был, нахожусь вот в СИЗО. Через 4 месяца, когда в 2008 году президент тесть и семья писал президенту, тогда Медведев был. Писали Медведеву, они что-то пошевелились. И меня через 4 месяца этапируют через Свердловск. 1,5 месяца я нахожусь в Свердловске. Мне заводят где последней стадии туберкулезника, последней стадии ВИЧ-инфекции. Там 20 человек, все курят, я никогда в жизни не курил. Я здоровый, потерял за это все. Это я всю Европу писал. Мне не давали молитву читать. Читали молитву, по башке давали эти, внутри этих. Те мусульмане, которые я находился в боксиках, пересекался с ними, им тоже не давали. Им тоже не давали молитву, потому что я общался с ними. Я говорю, дают вам молитву читать? Нет, говорит, читаю, говорит, некоторые тапочками кидают, некоторые, ну, кроссовками кидают, не дают читать. Тем более учреждение столько замучили. Начальник, например, был Какаулин. Честно говоря, я 20 заявлений писал по личному вопросу, я ни один раз не видел его. Начальник учреждения, данного учреждения. Ну там, сами знаете, круговая порука. С какого года по какой год вы сидели? Я сидел с 2010 года по 2008 год. 18. Да, 18 года, да. Вот через 2 недели мне этот депорт поставили. 2 недели прошло уже, да? 2 недели прошло. Честно говоря, я хотел с Карумат Шарифом встретиться, пообщаться, поэтому ноту протеста я хотел, просто ноту протеста давать, потому что у меня 3-е уголовное дело в Европейском суде. Я уже обращался. Я уверенно заявляю, что те документы, процессуальные документы, которые я отправлял в других инстанциях, даже Европейский суд, они не доходили до адресата. Я это уверенно заявляю. Без меня, уважаемые, без меня просто меня берут по стражу, продляют на 6 месяцев. Я захожу к начальнику учреждения, я говорю, вы мне постановление дайте, на сколько мне месяцев вообще продлили. Они 16 марта без моего участия продляют моего срок содержания на 6 месяцев, дело передают в суд. Без меня уголовное дело закрывают. За 3 дня можно уголовное дело закрыть? 14 томов. Вы скажите мне, Карумат Шариф, можно? Можно так? Просто за 3 дня. 14 томов уголовного дела можно закрыть и везде писать, что Гульмамадов отказался от подписи. Потому что... Вот смотрите, хорошо. Я думаю, что вот подобный он здесь может. Когда была Великая Отечественная война, Вторая мировая война, были очень много, потом сейчас появились оказание помощи правовой узникам. Помните, узники были? Узники наши. Мне кажется, надо создать в Таджикистане, можно не зарегистрировать, а дать об этом информацию, вот оказание помощи правовой бывшим выходцам из Таджикистана, которые находятся в подобной ситуации в различных тюрьмах России. Беззаконие, нарушение конвенции, создать и его, соответственно, я предлагаю занимать этот же комитет. К тому, что права тех, которые были ущемлены именно выходцев из Таджикистана, права тех, которые, значит, только Европа признает, что создать именно этот комитет. Можно назвать комитет. Создан комитет в Таджикистане по оказанию правовой помощи выходцев из Таджикистана, которые отбывают наказание в местах отбывания. Вот это, по-моему, скорее всего, даст нам возможность импульс в будущем. Смотрите, впервые создается подобный комитет в Таджикистане в оказании помощи своих заключенных. И на примере уже есть. Европа подтверждает. Я и в том числе. Семья 8 детей пострадает. Думаю, надо ускорить. В ближайшее время об этом мы будем говорить с вами. А пока вы, соответственно, будете с ним еще беседовать. Вот этот комитет в Таджикистане мы создадим. Из числа тех, которые уже ушли, а те, которые там находятся, мы будем говорить. Карумат Шариф, вот честно сказать, в судебном разбирательстве, вот вы говорите, узник. Я считал себя узником России, правосудия Российской Федерации. У меня был, и вот я это принесу, вам покажу. У меня был вот такой, с веревкой сделано,
Вот здесь просто я писал. Узник правосудия Российской Федерации. В каждом судебном разбирательстве, клянусь, вот так одевал, когда они нарушали мои конституционные права, я вот так одевал, вот так одевал. Вот так. Я узник правосудия Российской Федерации, вы нарушаете мои конституционные права, я не вижу ни одного судебного разбирательства, я вижу одну круговую поруку. Вот так говорил, снимал вот так, ставил. Я с собой принес это. Они 2 раза у меня забирали это. Я опять писал, опять делал это. Потому что я ноту протеста. Я 4 судебных разбирательств, каждое судебное разбирательство мое продлилось 1,5 года. 1,5 года мне не давали звонок с семьей, с детьми разговаривать. 1,5 года судебное разбирательство, поверьте, ни одного ходатайства мое не было удовлетворено хотя бы о проведении почерковецкой экспертизы, о проведении фармацевтической экспертизы, о проведении химической экспертизы. Меня обвиняли в наркотиках. Ладно, вы обвиняете меня в наркотике, потому что я таджик, и хотите, не хотите, вы мне наркотики обвиняете. Где вещественные доказательства? Вот где вещественные доказательства в судебном разбирательстве, соответственно, законодательству, и я имею право видеть вещественные доказательства. Я им в лицо сказал, ваши генералы, ваши сотрудники эти наркотики пропили, продали. В судебном разбирательстве я не боялся их. Где наркотики, вы мне покажите, вы мне сейчас судите. На бумажках вы мне показываете, это не соответствует законодательству. Вы мне покажите, где эти наркотики. Эти наркотики в 4 судебных разбирательствах не было показано, не была проведена экспертиза. Я имею право проводить, потому что откуда я знаю, они наркотики или нет. В конечном итоге без вещественных доказательств мне осудили. Я это писал и Верховный суд, и Европейский суд. Все это подробно говорил. То, что, например, они со мной пытку проводили, я это уже Каруман Шарипову сказал. В интервью сказал, например, мне то избиение, которое в Санкт-Петербурге делали, например. Потом, после 3 отмен приговора, мне этапировали в Омск. Судьи больше не брали мое дело. Этапировали в Омск. Если вы говорите, что у вас демократическое государство, я согласен. На каком основании вообще меня избили? Вообще на каком основании мне здоровье отняли? Я просто 2 дня нахожусь в следственном изоляторе города Омска. Мне заводят, говорят, Гульмамадов, слышь, тебе лично Конституция Российской Федерации вообще не действует. Я говорю, как это понять? Вы нецензурными словами мне не говорите эти слова, пожалуйста. Я имею право, как говорит Конституция, я имею право высказывать свою позицию, свое недовольствие, свое, что есть в Конституции. Выходи. Они меня выводят в кабинет, там, бытовой кабинет. Вот клянусь, вот здоровье один, все фамилии написано. Просто берет меня коленкой в живот, бьет вот так. А матрас стоит. Я говорю, что за матрас, вообще не знаю. Я говорю, на каком основании? Мне ложат. Мне один раз ложили, не смогли. Я ноги вот так поднял, они ногами, дубинками ударили. Вообще не за что, был бы за что-то, обидно не был. Это, по-моему, был лично поручительство оттуда, сверху. Так просто мне не избили. Это был сверху. Но из числа государства, потому что данные сотрудники, они лицо государства. Они мне потом подняли руки, ласточку делали, положили в этой матрас, завернули, избили ногами, руками, матрасом лицо вот так закрыли. Я один раз сознание потерял, пришел в себя, они до сих пор меня избивают. Потом после этого мне подняли, вот так у меня вещи был молитвенный, белый. Вот так берет, ты здесь, слышь, ты знаешь с мусульманами, что мы здесь делаем? Ну, короче, нецензурными словами. Потом взяли четку покойного отца, брали, в мусор бросили. Коран, я покажу вам. Я Коран с собой принес. Коран взяли, вот так порвали вот так. Якобы я там, лезвие спрятал, якобы. Коран порвали, книги вот так выбрасывали. Толкование 3 частей Корана. Короче, над религией, вот честно сказать, то издевательство, которое именно над своей религией я видел, мне самому как человеку, как гражданину, вот честно говоря, страшно. Это уму непостижимо.
Может, они где-то в каких-то учреждениях рекламируют, что да, у нас все в порядке, у нас все хорошо. Но, честно говоря, я просто в шоке от такого. Я никогда не ожидал и не видел, потому что я 17 лет в Российской Федерации жил. У меня росли дети, слава богу, у меня покойный отец профессором, высшее образование у него был, покойный отец, декан университета, декан пединститута. Все про него, про Гульмамадов, они знают. Мы есть семья учителей. Взяли вот так со мной поступили. Мне, конечно, обидно, что я, после этого, что здесь говорить, мне просто подняли, над религией издевали, спустили в подвал, зашли, каждый день угрожали. У меня вот, они думали, что у меня синяки не будет. У меня вот под сердцем вот так синяк, вот так под сердцем. Это все в камере фиксировано. Я специально снимал. Руки вот так, вот задница вся в синяках, ноги вот так. Лицо вот так красный, вот так синяк. Клянусь, корона такая, вот мне вот обидно в одном. Я просто окошко открываю, я говорю, один обезболивающий дайте, чтобы у меня вся тело, я не могу говорить. У меня, я думал, ребра у меня сломаны. У меня ребята, которые я все их фамилии написал, они надо будет, они придут, скажут, что видели. Я вот так матрасом мне вот просто взяли, вот так завернули, меня вот так вставали, я вставал, я вот так спал.